Армысыздар, достар! Тема сегодняшнего урока – просьба, которая, по мнению говорящего, незначительна и легко исполняется. В таких случаях мы употребляем вспомогательный глагол «салу». Схема составления точно так же, как в предыдущих уроках. Давайте посмотрим примеры. Шайга бірдеңе ала салыңызшы. Купите, пожалуйста, что-нибудь к чаю. А если мы обращаемся на «ты», тогда будет шайга бірдеңе ала салшы. Купи, пожалуйста, что-нибудь к чаю. То есть мы заранее знаем, что наш собеседник направляется к магазину. И просим его сделать это еще и для нас. Есікті жаба салшы. Закрой, пожалуйста, дверь. То есть мы видим, что наш собеседник находится возле двери, и это действие не составляет ему особого труда. Терезені аша салыңызшы. Откройте, пожалуйста, окно. Компьютерді қоса салшы. Включи, пожалуйста, компьютер. Светті жаға салыңызшы. Включите, пожалуйста, свет. Здесь слово «включить» переводится разными глаголами, потому что слово «қосу» мы обычно используем, когда это делается через провод. Например, мы компьютер включаем через провод. То же самое. Теледидарды қоса салыңызшы. А глагол «жағу» мы используем, когда мы что-то делаем посредством кнопки. На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут еще другие интересные темы. Поэтому не пропускайте уроки. Подписывайтесь на канал. Келесі кездескенше.